Уважаемые дамы и господа, генеральный спонсор 83-го театрального сезона «Красноусольская премиум» рада приветствовать вас в стенах Башкирского государственного театра оперы и балета. Прозвучал третий звонок. Уже пора занять ваши места в зрительном зале. Отключите мобильные телефоны и погрузитесь вместе с нами в волшебный мир искусства. С любовью и заботой о вас, вашем здоровье и душевной гармонии, Красноусольская премия, та самая с лебедем. Уважаемые зрители, просим вас на время спектакля отключить сотовые телефоны, не пользоваться видеокамерами и фотоаппаратами. Спасибо за внимание. Приятного вам вечера. С именем Нуриева связано что-то таинственное и загадочное. Он стал самым крупным явлением в мире балета. У зрителей с уст слетало лишь одно имя, и это было имя Нуриева. В течение своей жизни Рудольф Нуреев благородно и блестяще исполнил много разных спектаклей, но «Лебединое озеро» сыграло преобладающую роль в его карьере. В Венской опере между 1964 и 1988 годами Нуриев выступил в партии Зигфрида 51 раз. Рудольфу Нуриеву и Марго Фонтейн принадлежит занесенный в книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон. После спектакля «Лебединое озеро» в 1964 году занавес поднимался больше 80 раз. Его имя известно всему миру. Великий танцовщик, заставивший мир вновь восхититься русским балетом. Балет – это единственное, что его интересовало в этом мире.
you.
Крылатов «Весна». Хореография Вакиля Усманова. Исполняют студентки третьего курса классического отделения колледжа.
17 марта 1938 года в поезде на пути к станции Раздольная Приморского края недалеко от Иркутска родился будущий виртуоз, звезда, актер и хореограф, гений танца Рудольф Нуриев. Он появился на свет стремительно, так же, как и прожил всю свою жизнь, пройдя путь от неумытого татарчонка, как не без иронии называла будущего гранда балета Анна Ивановна Удальцова, у которой Нуриев обучался непростому мастерству хореографии, до Чингисхана балета, как называл его впоследствии весь мир. Рудольф Нуриев – один из самых блистательных звезд на небосклоне балета. Он создавал на сцене невероятные образы, поражал зрителей пластичностью и харизмой. Его движения были экспрессивными, гибкими и порывистыми. Рудольф Нуриев был человеком-звездой, скандальным, притягательным, пылким. Он совершил революцию в мире балета. Когда Рудольф остался во Франции, танец в Европе пошел по другой колее, в подражание Нуриеву. Это был человек, бесконечно преданный своему делу, бесконечно обожествлявший балет. Прокофьев. Танцевальный переполох. Хореография Екатерины Тайшиной. Исполняют Анастасия Купцова, Данила Игнатьев и учащиеся колледжа.
Музыка народная «Зарифа». Хореография Файзи Гаскарова. Исполняют студенты народного отделения колледжа. Солисты Юрызабек Мурзина и Мурады Малибаев. Педагоги-репетиторы Зинфира Габдулхакова, Ильнур Аюпов.
Минкус. Вариация Китри из балета «Дон Кихот». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет студентка первого курса, дипломант всероссийских конкурсов Анастасия Каплина, педагог Серафима Сатарова. В июне 41-го, когда Рудику было всего 3 года, отец ушел на фронт, а мать с детьми поехала в Башкирию. Рудольф рос серьезным, вдумчивым и, как бы невероятно это ни звучало в годы войны, мечтательным ребенком. Он любил слушать музыку по старому приемнику вместе с сестрами, уходить подальше от дома и задумчиво наблюдать за мчащимися мимо поездами. Они жили в крошечной комнатушке с еще 2 семьями. Вот когда наступил настоящий кошмар. Ужас и голод. Нескончаемые зимние месяцы в холодном доме. Пустой желудок и постоянное ощущение смерти. Ведь почти у каждого из их знакомых кто-то погиб на фронте, пропал без вести, остался в тылу врага. Вторая мировая война унесла жизни огромного количества людей. Нацисты не щадили никого, ни женщин, ни стариков, ни детей. До сих пор нет точного числа жертв фашистских концлагерей, но счет идет на десятки миллионов. Около 12-15% заключенных составляли дети до 14 лет. Дети без детства. Несчастные жертвы губительной войны. Помните об этих мальчиках и девочках. Они также подарили нам жизнь и будущее, как и все пострадавшие во Второй мировой войне. Просто помните. Музыка Джона Уильямса, хореография Рената Абушахманова. Дети без детства. Warum sich zu Millionen hier vereinigen, einmal symbolisch zum Ausdruck bringen, dass wir nicht sind, Stadt und Land, nicht sind. Ziehen wir nach Haus, ei ja, oh, unsere Enkel fechten's besser aus, ei ja, oh, Spieß voran, rauf und ran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und ran, setzt aufs Klosterdach den
Нуриев не просто сделал карьеру танцовщика. Он сам по кирпичикам складывал свою судьбу, начиная с детства. Маленький мальчик из Уфы, выросший в бедной семье, бесконечно далекой от мира балета. Своим взлетом он обязан только самому себе, своему упорству и, конечно, таланту. Нуриев был одержим танцем. Надо было видеть его на сцене, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно. Нуриев появлялся на сцене словно заклинатель змей и превращал публику в кобру, загипнотизированную его движениями. Он прыгал невероятно высоко. Он вращался на огромной скорости, его ноги безупречно вставали в пятую позицию. Позицию победителя. Стравинский. Коронация. Хореография Юлии Бачевой. Исполняют студентки первого курса Анастасия Каплина, Адель Кашапова. Педагог Серафима Сатарова.
Дриго, Падакатор. Хореография Вакиля Усманова. Исполняют учащиеся младших классов Рената Гимадеева, Ангелина Попова, Алиса Ватикова, Элина Баймухаметова. Педагог-репетитор Айслу Панина.
Музыка народная, русская сюита. Хореография Василия Мунтян. Исполняют студенты народного отделения колледжа. Педагоги-репетиторы Зинфира Габдулхакова, Ильнур Аюпов.
Гастролируя по всему миру, выступая до 300 раз в год, Нуриев успевал ставить спектакли. Работая постановщиком и хореографом, снимался в кино, живя в безумном ритме между сценой и очередным самолетом. Он был гражданином мира, своим искусством и неистовой работоспособностью стерев границы, превратившись в легенду еще при жизни. В 1992 году на премьере поставленного им в Гранд-Опера балета «Баядерка» Рудольфу Нуриеву вручили высшую награду Франции за заслуги в области искусства – Орден Почетного Легиона. Париж открыл Нуриеву дорогу в мир славы и богатства. Он же и закрыл за ним двери. Похоронили Рудольфа Нуриева в предместье Парижа, на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Он был одним из самых привлекательных людей. Его аппетит к жизни и работе был неутолим. Его тело и душа были великолепными проводниками неосязаемой красоты. Он обладал харизмой и простотой земного человека и неприкасаемой надменностью богов. Окруженный миллионами двуногих существ, он вел уединенную жизнь человека, полностью преданного своей среде, имя которой – танец. И только танец.